Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ, в студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. В Гагаузии пройдут масштабные мероприятия, посвященные гагаузской письменности. Президент промульгировал новый лесной кодекс. Неделя образования впервые пройдет в Республике Молдова. «27 апреля пройдет День гагаузской письменности и языка Анаделемись. В Камрате, Волконештах и Чадырлунге пройдет диктант по гагаузскому языку. Официальная часть мероприятия пройдет в Камрате на стадионе. Зрителей ждут флешмобы, выступления вокальных ансамблей и заслуженного коллектива «Дюзава». Президент Майя Санду промульгировала новый лесной кодекс, который вводит множество новых механизмов защиты наших лесов. Глава государства подчеркнула, что с запусков национальной программы лесонасаждения лесоводы указали на более старую проблему. Речь идет о лесах, ранее посаженных на землях приморий, которые не могли быть учтены и сохранены местными властями. Новый лесной кодекс, помимо дополнительных правил и возможностей для государственных лесов, также вносит больше ясности в способ управления лесами-примориями, помогает примарам получить доступ к финансированию из Национального фонда окружающей среды для разработки обустройства лесов. Мы заботимся о наших лесах, потому что они означают больше воды в колодцах и реках, более плодотворную почву, более чистый воздух и более здоровую жизнь, отметила президент. Министерство образования впервые организует с 22 по 28 апреля неделю образования под девизом «Молдова для образования». Цель мероприятия – подчеркнуть важность образования и укрепить общество вокруг развития этой стратегической области. В течение недели мы будем обсуждать основные проблемы, существующие в системе, а также пути их решения и предоставим возможность каждому принять участие в этом обсуждении. С четверга по воскресенье будут проводиться ежедневные мероприятия, посвященные темам, касающимся образования, сказал министр. Центральной темой обсуждения станет сеть образцовых школ, в которые войдут 35 учебных заведений, в каждое из которых будут вложены инвестиции до 2 миллионов евро, чтобы они соответствовали стандартам в этой области и обеспечивали качественное образование для всех детей. Еще одна важная тема недели образования – запуск концепции развития учебных программ до 2027 года. – 23 апреля в Молдове отметили День библиотекаря и Всемирный день книги и авторского права. Библиотеки играют большую просветительскую роль, участвуя в сохранении духовных ценностей, традиций, обычаев и национальной культуры, в повышении образовательного уровня населения. На сегодняшний день в Гагаузии функционирует 35 библиотек, 9 детских, еще 26 для взрослого и детского населения. Книжный фонд библиотек автономии составляет 537 тысяч экземпляров печатной продукции. В библиотеках автономии трудятся 72 специалиста. Творческие, инициативные, с разносторонними навыками и умениями, настоящие сподвижники, беззаветно преданные культуре, любви и книге и своему делу. У дома подозреваемого в убийстве 19-летней Анны Марии зажгли свечи в память о ней и ее неродившемся ребенке, сообщает ТВ8. Напомним, тело девушки со следами насильственной смерти было найдено 20 апреля. Главный подозреваемый был задержан, но отказался сотрудничать со следствием. По данным прокуратуры, 12 апреля в Аргеевском инспекторат полиции поступило сообщение об исчезновении 19-летней девушки, беременной на 6-м месяце, которая предположительно села в автомобиль на улице 31 августа в муниципии Аргеев
и уезжал в неизвестном направлении. Тело девушки нашли в лесополосе в 21 километре от села Старые Кицканы Теленежского района, где проживает подозреваемый. После задержания подозреваемого в его доме и автомобиле провели обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты несколько улик. В то же время при обысках правоохранители нашли женские вещи. Далее смотрите рубрику «Региональные новости». Оставайтесь вместе с нами на канале АТВ.